Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп, осы біздің кездесулерімізге қатысып, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды дайындап жатқан шығарсыздар. Барлықтарыңызға ризашылығымды білдірейін дегем. Менің есімім Ләззат. Осы мына бізде күніне бір 5-тен астам ұсыныстар келеді, өтінімдер, заявкалар біздің қоғамдық емес, үкіметтік емес қоғамдықтардан. Соған біз енді сұрақтар туындап жатыр. Жазба түрінде жауаптарын беріп жатсақ та, бір түсінбей жатқан мәселелер болса, осы кездесулерде талқылап алайық деген ұсыныспен осының барлығын кездесулерді ұйымдастырып жатқанымызда сол мақсатымыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела в первую очередь поблагодарить вас всех за уделенное время ваше, внимание, за проявленный интерес к нашим онлайн-встречам. Мы понимаем, что если ежедневно приходит порядка 5 обращений от неправительственных организаций в виде проектов или каких-то предложений, понятно, что мы даем обратную связь, пишем письменный ответ, но в письме, может быть, все мы разъяснить смогли, не смогли, и какие-то, может быть, остались встречные вопросы, все-таки, чтобы это не была какая-то переписка, а больше было такой формат общения, диалога. Мы инициировали эти встречи, и сейчас вот проводим уже вторую встречу. Она у нас будет на еженедельной основе, каждый четверг с 15:00 до 17:00. В принципе, по всем вопросам мы готовы максимально ответить. Если какие-то вопросы есть, которые мы должны взять в работу, то мы обязательно в работу возьмем и дадим обратную связь. В целом, по всем нашим проектам, я думаю, что год уже фонду. Думаю, вопросы, по каким проектам мы работаем и как мы, в принципе, работаем, наверное, уже вопросов намного меньше. Все-таки хотелось бы, чтобы это был формат общения. Я предлагаю участникам, которые сейчас присоединились, просто включать микрофон, видео, представляться, сказать, с какого региона, какую организацию представляет и какие вопросы есть, и будем уже стараться максимально сразу отвечать на эти вопросы. Если вдруг вопросы, я как и озвучила уже, будут, мы, конечно, в работу возьмем и обязательно дадим обратную связь. Этот формат был предложен у нас еще на осенней конференции, когда мы встречались с многими неправительственными организациями. Мы обещали, что обязательно будем это внедрять в практику. Поэтому добро пожаловать, всем доброго дня, всех рада буду видеть и услышать. Давайте начнем, кто первый. Я вижу, Светлана Савина написано. Да, я прошу, я поздно подключилась, еще просто не вошла в курс, да, Светлана, очень рада с вами познакомиться. Если вы представитесь и скажете, откуда вы, с какого региона, какую организацию представляете, какие у вас есть, может, вопросы или пожелания. Это такой формат диалога. Больше, наверное, я должна послушать, вникнуть в ваш вопрос или ваше предложение и дать какую-то обратную связь. То есть это больше площадка для вас, чтобы мы не вели долгие переписки письмами. Мы же не госорган. И поэтому, раз мы все коллеги, тут есть моменты, когда мы можем друг другу даже подсказать, что-то улучшить. Это тоже классно. Поэтому я предоставляю слово вам. Давайте, да, может, не в тему, не по теме, но если что, подправите. Мы с Алматы, я являюсь учредителем фонда Кунбала, мы работаем с детьми с синдромом Дауна. Мы, в принципе, родительская организация, то есть я и еще 2 мамы, то есть мы организовали небольшой коррекционный центр. В 2016 году нам государство выделило в доверительное управление 80 квадратов, но сейчас, ввиду того, что мы растем, детей не уменьшается, мы сталкиваемся с рядом сложностей. То есть наша извечная проблема – это все-таки большей площади помещения, потому что есть огромная потребность охватывать детей
школьного возраста, то есть организация коррекционных занятий. Очень большая проблема для детей, которые закончили школу. Я думаю, что большинство с этим сталкиваются, то есть ребята не удел. Они по факту сидят дома, и все, что мы можем организовать, это там раз в недельку какие-то занятия для подростков. Ну, потребность в этом есть, огромнейшая. Запросы идут в наш центр, но мы не можем всех охватить. Вот это основной, наверное, фронт работы. Мы сейчас в данный момент пишем в основном в министерства в различные, да, то есть оказать содействие в этом вопросе, потому что сталкивались даже с тем, что, то есть когда мы пробуем войти в какую-либо государственную программу на дотацию в виде центра дневного пребывания, то есть мы не можем даже под нее попасть, поскольку квадратура не позволяет. Ни Да. под одни критерии мы не подходим. И вот из года в год мы сдаем отчеты в департамент финансов, из года в год мы про это говорим, но ВУЗ ныне там, хотя, в принципе, очень благодарны за то, что есть уже, но у нас, в общем, тотальный дефицит в этом. Специалисты есть, специалистов своих взращиваем, но просто негде разместить. А потребность, тем не менее, есть. И еще столкнулись с тем, что в этом году непосредственно я повела своего сына в 1 класс. Нам посчастливилось, на самом деле, мы попали в коррекционную школу, но мы столкнулись с тем, что, в принципе, ребята даже уже после детского садика остаются неохваченными. То есть если вопрос с детскими садами еще более-менее адаптивно решается, то есть можно как-то устроить ребенка в частный, в государственный садик, то вопрос школы, он просто находится в патовой ситуации. То есть всего 2 коррекционные школы для детей с интеллектуальными нарушениями, всего 2 класса, которые может охватить по 10 детей. То есть выводы напрашиваются сами. То есть либо дети находятся на надомном обучении, либо имеют возможность 20-30 человек в год попасть в коррекционную школу. Не все дети могут пойти в инклюзию, здесь надо отдавать себе отчет. А проблема в том, что складывается ощущение, что, развивая инклюзию, тем не менее урезается как бы коррекционный формат, а тем не менее потребность есть огромная. То есть, общаясь со сверстниками своего ребенка, я вижу, что дети либо идут в частный какой-то формат, и это очень дорого, либо в формат, надомного обучения, что хорошо адаптивным детям не очень подходит. Инклюзия, мы понимаем точно, что для интеллектуальных Светлана, по-моему, интернет подвис. детей, мы все это понимаем. То есть поэтому дети, которые идут в инклюзию, они нуждаются в дополнительной коррекции, индивидуальной. Вот то, чем мы занимаемся. Но по факту мы не можем всех охватить, а запрос есть. В общем, наши проблемы такие, насущные. Я думаю, что для большинства фондов свойственно. Да. То, что в городе Алматы вообще проблема с зданиями, да, это мы сами с этим столкнулись. У нас по программе создания центров для детей с аутизмом мы в 2022 году утвердили, 8 регионов нам определило министерство, там, где больше всего по количеству процентном соотношении. Вы знаете, я вам хочу сказать, в 7 регионах, областях, в целом мы эту работу уже ведем, и скоро, как скоро, март, апрель, май, мы уже будем делать открытие этих центров. А вот город Алматы, у нас этот проект стоит именно по городу Алматы. Почему? Потому что нам акимат не может предоставить здание. Вообще в целом по помещениям. У нас, согласно концепции фонда, утвержденной попечительским советом, мы не занимаемся строительством, мы не осуществляем ремонты, и мы не оплачиваем аренду офиса. То есть вот эти административные расходы. Но вообще, я думаю, что вы в основном с Министерством образования, да? Я имею в виду просвещение, да, сейчас? Отчитываемся мы непосредственно в департамент финансов, кто выделял помещение. Нет, я имею в виду по проблеме вы поднимали Министерство. Да, образование все-таки больше курирует нас. Я почему это говорю, потому что мы в скором времени собираемся по всем нашим проектам уже встретиться с новым министром. Он, в принципе, Гани Бектаевич, он на днях буквально был у нас, но они говорили больше по своим
текущим проектам. Но также есть проекты, которые мы уже начали реализовываем. Давайте мы все-таки этот один, как из вопросов, при встрече этот момент обсудим. Но вообще помещение это, так скажем, епархия местного исполнительного органа. Почему? Потому что вы, осуществляя свою деятельность, помогаете им решать социальную проблему, потому что эта проблема есть, и государство вы, получается, как инструмент, который оказываете помощь в решении этого вопроса. Если вам государственный орган поможет с помещением, и вы нам, допустим, дадите заявку в виде проекта, тем более у вас уже центр сколько времени работает? 6 лет уже. Ну вот 6 лет, у вас уже он устойчивый, у вас есть уже свои кейсы, у вас есть уже определенные, как говорится, наработки, видения и так далее, тем более специалисты. Если вы нам подадите в форме заявки, допустим, помочь в оснащении, это первый момент, который, допустим, мы могли бы рассмотреть на экспертном нашем комитете и в целом правлением. И есть второй момент, когда мы можем рассмотреть обучение персонала. Если вдруг необходимо, допустим, мы же понимаем, сейчас тренды меняются, и персонал нужно, тем более с особенными детками, все время обучать и повышать их квалификацию и так далее. В этом плане, если у вас будет тоже представлена заявка в виде проекта, мы тоже готовы рассмотреть. Но то, что касается помещений, у нас в концепции этого нет. То есть жилье, помещение, строительство, ремонт и так далее. Потому что, знаете, мы арендную плату кому-то платить не можем, потому что это тогда надо всем оплачивать. Если посмотреть по юстиции, да, официально у нас 26 тысяч НПО зарегистрированных. То есть если мы вам будем платить аренду, то это получается мы должны всем. А это получается, что весь бюджет просто уйдет просто на аренду, но это не благотворительность. Поэтому, так как мы все-таки благотворительный фонд общественный, мы рассматриваем элементы, чтобы они прям были прямо благотворительные и для конечного благополучателя. Вы знаете, мне кажется, я добавлю просто, тогда я понимаю, что да, всем аренду не оплатишь, иначе дай одному и все захотят. Просто мне кажется, что в отношении родительских организаций, их достаточно много, и мы со многими коллегами общаемся, здесь как-то не проработана немножко структура. У меня пока нет предложений, но у нас очень много средств выделяется на различные центры дневного пребывания, но абсолютно нет никакой дотации маломальским родительским организациям. Может быть, этот момент как-то предусмотреть, выстроить систему, сколько детей получает, то есть проходит через центр. Может быть, какой-то прозрачный инструмент, и уже на основании этого датировать. Пусть это будет 100-200 детей. Потому что центры дневного пребывания – это хорошо, но они абсолютно не решают задач, которые есть перед нами. А вот все родительские организации, они, как правило, маленькие, и они, как правило, полностью находятся на каком-то соцобеспечении, вернее, самостоятельном поиске средств. А вы скажите, дотации, как вы это себе представляете? Вы же просто, в этом поле вы профессионал, поэтому я хочу узнать, как ваше мнение. Как система работает, например, с теми же творческими кружками или артспортом? То есть выделяются средства, то есть прозрачная система посещения детей, и сколько детей проходит курс реабилитации, коррекции, это может быть систематическая работа, то есть какой-то пул финансов, то есть на этого ребенка датировать. То есть определяется перечень работы, это дефектологи, например, логопеды, психологи. То есть каждому ребенку здесь индивидуальный все-таки подход. Потому что, обращу внимание, все-таки родительские организации более точно, более лучше, как правило, знают, как работать с тем или иным диагнозом. А вы примерно знаете, какая у нас статистика родительских организаций? Я так думаю, что их очень много. Да, и сколько там детей? Я и думаю, что это было как минимум каким-то решением проблем, потому что именно родительские организации остаются неудел, а основную коррекционную работу они на себя берут очень большой фонд работы. И не очень-то это справедливо и прозрачно. Хорошо, давайте я запишу. В любом случае мы с экспертами давайте тоже будем думать, как это можно вообще в этом направлении
какие-то предложения выработать. Просто видите, когда мы говорим о том, что родительские организации, это именно какие? Должны быть четкие критерии, потому что их сколько мы даже с вами не представляем сейчас, правильно же? Ну, мы же статистику с вами не ведем. Да, и сколько в этих родительских организациях, допустим, деток ходят, по каким, с какими диагнозами, по каким направлениям они работают, насколько у них профессионально выстроены. Просто вот, допустим, если у вас 6 лет стажа, у вас есть специалисты, и у вас уже все профессионально выстроено, то есть должен быть какой-то, наверное, критерий. Прежде чем предлагать министерству или какому-то госоргану, мы должны четко понимать, что мы предлагаем, потому что это бюджет, который они должны будут, ну, вообще понимать, о чем речь идет. Поэтому давайте мы все-таки пообсуждаем со своими коллегами, может быть, да, мы что-то поймем. А примерно вот вы говорите, вот родительским организациям по дотациям, а какие дотации должны быть? Вот в размере Ну, каком? я смогу Сколько сказать, раз? смотрите, на Нет, примере на нашего своем примере, да, я хочу просто, чтобы... Вот наш центр с такой квадратурой 80 квадратов, мы в год пропускаем порядка 150-200 детей в год. А как правило, в основной массе они работают на постоянной основе, то есть 3 раза в неделю как минимум. Ну, дополнительные там мастер-классы или еженедельные я пока даже не беру сюда. У нас обязательно есть дети, с которыми работает логопед, дефектолог и ЛФК или АФК-специалист, то есть 3 специалиста на одного ребенка. Ну, можно элементарно просто, ну, как минимум из расчета заработной платы, то есть в день специалист может, ну, принять 10 детей условно, 10, да. Здесь можно высчитать на самом деле этот фронт работы, ну, либо пойти по маршруту, как шли дотации на АФК «Спорт». Там же тоже какие-то критерии заложены. Понятно, что всю стоимость зарплаты там не возмещает эта система, но как минимум из какого-то минимального критерия это можно высчитать. Есть примеры дотации, например, в государственных коррекционных центрах. Там же не с потолка цифра взята. То есть эти критерии есть однозначно. Надо от них оттолкнуться и просто пообсуждать. А получается, госзаказа нет, да? Ну, у нас нету, у нас квадратура маленькая, мы не можем Из-за войти. этого. То есть Да, вы говорите о том, что вот эти дотации, они должны, несмотря на квадратуру, да, я так да, понимаю, ваше предложение. хотя бы так, хотя бы так. Потому что количество детей мы все-таки принимаем приличное. К нам обращаются с регионов, с областей, идут онлайн-консультации. Это, в принципе, во всех родительских организациях. А ввиду квадратуры дотаций никаких нет. Ну, то есть расширить именно формат программ, возможных государственных программ по Я датированию. поняла. Вот теперь, да, я просто понимаю, о чем. Хорошо, мы же часто же с министерствами встречаемся. Мы давайте вот это все-таки ваше предложение о том, что да, дотации есть, что вы профессионально работаете, но так как помещение, допустим, у вас идет 80 квадратных метров, то есть вы в эту дотацию не попадаете. Есть ли вероятность, что в этих критериях убрать именно критерии по требованию по квадратным метрам помещения? Да, я так Да, понимаю? да, да. Я просто почему вас переспрашиваю, потому что, ну, чтобы я думаю, я понимаю правильно или нет. Ну да. Хорошо, я себе вот записала этот вопрос. В любом случае мы проработаем, проговорим и какую-то обратную связь вам дадим, хотя бы мы поймем, что как настроен госорган, и есть ли вероятность вообще вот этот момент пересмотреть. Да. Фонд Кунбала. Я Общественный фонд. записала. Я Спасибо. записала. Мгм. Ваш контакт вы напишите в чат, и я потом к себе запишу. Спасибо. Так, коллеги, кто у нас еще есть? Я вот вижу много имен. Так, қайырлы күн, кешіріңіз, кеш қосылып. Ага. Сіз смс жазбай қосылып айта салсаңыз айтатын сұрағыңызды.
Аха. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есімім Сая, Шабыт қоғамдық бірлестігінен хабарласып отырмын, Астана Аха. қаласынан. Сая, Шабыт. Аха, тыңдап тұрмыз сізді. Шабыт қоғамдық бірлестігі. Мгм. Тыңдап тұрмыз сізді. Біз қоғамдық қор, жалпы жастар, оның ішінде жасөспірімдерді қолдау мақсатында ашылған ұйымбыз. Ауылдық жерлердегі, өздеріңіз білесіздер, ауылдық жерлердегі жасөспірімдерді өмірлік маңызы бар дағдыларға үйрету, жалпы жастардың білім алуымен қатар көптеген дағдыларды меңгеру, өйткені ауылдық жердегі балалар көп жағдайда өз-өзіне сенімділік, мақсат қою, сонымен қатар жұмыстарға орналасу бағытында, оның ішінде ақпараттық жұмыстары жай жетіп жатады. Биылғы жылы біз зерттей келе, өзіміз зерттей келе, мысалы, қаңтар оқиғасы болғанда да көп бөлігі ауыл азаматтары мен ауылдан шыққан жасөспірімдер екен. Өйткені бірақ қарасаңыз, әр ауыл округта жастар ресурстық орталығы, мектеп, білім орталықтары болғанмен де ақпарат әлі күнге дейін жеткіліксіз. Мысалы, қалай жұмысқа орналасуға болады, қандай бағдарламалар бар, қандай гранттар бар, қандай әлеуметтік жобалар бар, әлі күнге дейін жастардың білмейтіндігін біз анықтадық. Сол себепті осы бағытта жобаларды қолдайсыздар ма? Сол туралы білгім келген, және жалпы сіздердің бағыттарыңыз қандай? Енді қайырымдылық жобалардан басқа ауыл жасөспірімдер мен жастарының өмірлік маңызы бар дағдыларын оқытуға, оларға жәрдемдесуге және менторлық сүйемелдеулер жүргізуге қолдаулар көрсетесіздер ме? Рахмет. Рахмет. Сая, айтыңызшы, сіздің қоғамдық бірлестігіңіз қанша уақыт болды? Біздің қоғамдық бірлестіктен астық жұмыс жасап жатқанымызға. Қанша? 3 жылдан астам. 3 жылдан астам. Аха. Интернет кішкене үзіліп қалды, естілмей жатыр. Жақсы. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы біздің қазіргі күні 20 бағдарламамыз іске асып жұмыс істеп жатыр. 80% жасалып жатқан жұмыстардың барлығы бізде аудан, ауыл аймақтарына арналған. Білім саласында біз тірек мектептерді қазіргі кезде тек қана құрал жабдықтармен емес, мына Назарбаев зияткерлік мектептермен бірлесіп, қазір сол тірек мектептерді методология орталығы қылып жасайық деп жатырмыз. Басқа кішігірім ауылдағы мектептерге. То есть тірек мектебі ауылдағы кішігірім мектептерге тірек мектеп болады да, өйткені біз білеміз ғой, ауылдағы оқып жатқан балалардың және қалада оқып жатқан балалардың білім сапалары жер мен көктей. Соны біз дұрыс қалпына келтіруіміз керек. Енді тек қана мектептегі мына нәрсе емес, біз қосымша мына робототехника деген кружоктарын ашып жатырмыз. Оның барлығы мына 166 бізде аудан орталықтары бар, және де 27 моноқалалар бар. Әр осы айтып кеткен нелерде, мекемелерде бір-бір мектепті біз осы неге дайындап жатырмыз. Және де біз осы жылы, өткен жылы бастап кеттік жобаны. Мына Қазақстан бойынша ауылдағы 100 спорт залды құрал жабдықтармен, мына спорт несін, кішкене балаларды спортқа тартуға, сол құрал жабдықтарын алып беріп жатырмыз. Оны бізге дайындап жатқан әкімшілік, мына ғимараттың өзін, ол жерде кішігірім өздері ремонт жасайды, бірақ біз сол жерге бүкіл спортқа керекті құрал жабдықтарды алып береміз. Жаңағы тренер ауылдағы балалардың барлығын спортқа шұғылданам дегендерді тегін оқытады. Осындай бізде ауылдағы қазір жоспарлар болып жатыр. Ол іске асырылып, звондап, жасалып, реттеліп жатыр. Енді мына сіз жаңа айтқандай, міне жастарға, енді жасөспірімдерге көмек көрсету, сіздердің ол ақпарат тарату, ол мына кеңес беру,
Солай болып жатыр ғой. Мына мен өйткені өңірде істеген соң системалық мына мемлекеттік органдардың системаларын білем да. Ол жерде енді жастар нелері бар, басқармалары бар, облыстық. Ол жастар басқармаларының енді әр ауданда өздерінің филиалдары бар. Управление молодежной политики дейміз ғой. Және де енді бізде қазір мына менің білгенімше мына Аманат партиясы әр филиалдарында осы жастарға мына жастар рухы деп крылосын ашып, енді 100.000 там жастар бізде қосылып жатыр, оларға да кеңес беріп жатырмыз. Барлығы кеңес болып жатыр да. Сол үшін мына осы ауылдағы жастарға немесе осы жасөспірім балаларға бір кружок мәселесі болса, мына осындай бір бағытта болса жоба, оны мына сайтқа кіріп, бізде НПО-ларға арналған өзінің батырмасы бар, сол жерде заявканың несі бар да, нұсқасы қалай толтыру керек, қалай оны жазу керек, бюджетін бәрін дегендей. Сол заявка кірет бізге, оны қарастырып, біз өзіміздің қорытындымызды береміз. Бірақ заявканы жазған кезде біз өзіміз ол жобаны басынан аяғына дейін жүргізбейміз. Оны біз серіктес ретінде қабылдаймыз. Серіктестікте тек қана заявка ұсыну емес, ол жерде жазылу керек. Мына осы жоба бойынша сіз серіктес боласыз. Сіздің жауапкершілігіңіз қай жағынан, сіздің қосып жатқан үлесіңіз қандай болады. Оның барлығын солай ашып жазу керек те, калькуляциясын жасау керек. Өйткені біз партнер боламыз. Партнер болған соң, ол екі жақтың да өзінің қосқан үлесі болу керек. Соны сіз мұқият оқып қарап алсаңыз, өзіңіз енді 3 жыл істеп жатырсыздар, өздеріңіздің уже жасап жатқан кейстеріңіз бар. Соның барлығын қарастырып, бізге ұсыныс жіберуіңізге болады. Бірақ мен айтайын дегенім, мына барлығымыз ақыл айтқыш болмай, кішкене бір былай көлемді, былай қолға алатын бірдеңке жасайтын нәрсе сондай болса дегенім ғой. Әйтпесе бәріміз ақыл кеңесші болып кеттік та. Мына халқымыздың ми айналып кететін болып, мына жақтан да ақыл кеңес айтады, мына жақтан да ақыл кеңес айтып жатыр, мемлекет айтып жатыр, управление айтып жатыр, аманат айтып жатыр, тағы біреулер жас нелерді айтып жатыр. Бәрі айтқыштар болып кетті да. Сол үшін біз кішкене мына айтатын, кеңес беретін жақтарды біз анша өзіміз қабылдап жатқан жоқпыз да. Өйткені оны біз қосылмасақ та айтып жатқан адамдар көп. Ұйымдар бар дегендей. Ол да жұмыс керек, бірақ енді жасалып жатқан соң, ол жаққа біз партнер болып кіре алмаймыз да. Ал нақты сондай бір айтады ғой, твердый да, нәрсені, мына кружок робототехники болғанда, ол 1-ші класстан бастап 6-ші классқа дейін барлық мектептерде оқып жатқан балаларға тегін. Ол жерде мұғалім өзі үйретеді. Оны 1 жыл үйренген соң, келесі жыл Құдай бұйырса біз үлкен спорт, киберспорт дейміз ғой, инженерный спорттық осындай бір фестиваль, конкурс жасасақ деп. Оның ішінен балаларды кішкене инженерный мышлениеға тартсақ па деп. Сондай немен жоба бастап кеттік. Соны мен сізге қазір түсіндіріп жатқаным, мына қайырымдылық ақшаларды, қаражатты біз бір қорға аударып қоймаймыз. Біз мына қаражатты нақты жабдықтау болса, біз тікелей заводқа аударамыз. Заводпен келісім шартқа отырсақ, оның барлығын сайтқа тіркейміз. Ертең күні бізде қоғамдық белсенділер шығып, біз қараймыз, контроль жасаймыз десек, пожалуйста, адресін бәрін беруіміз керек та, ол кісілер барып, мынандай нәрсе екен деп, қолына ұстап көру керек. Мынандай алып беріпті ғой, мынаумен бүйтеді екен ғой, мынаны былай қояды екен ғой дегендей. Осындай мәселе болу керек та.
Сол үшін өзіңіздер ойлап көріңіздер, жасап жатқан мына 3 жылда жасап жатқан жұмыстарыңыздың бір жақсы кейстері болса, жақсы әлеуметтік өзінің көмегін, әсерін көрсетіп жатқан нелер болса, жобалар, онда сіз бізге жазып, осы нені толтырып жіберіңіз. Жақсы, рахмет көп. Сізге де рахмет. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де рахмет. Так, әріптестер, тағы кім бар? Қосылып, талқылап сөйлесе берейік. Біз сіздерге айтамыз, сіздер бізге айтасыздар, бір-бірімізден үйреніп жатамыз, ол да керек. У кого есть еще вопросы? Вот я просто не всех вижу, могу не увидеть, поэтому просьба сразу подсоединяться и сразу представлять. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Слышно, Далязат Алтынбековна, здравствуйте. Да, Рауан. С Новым годом, с новым Сагадиева. счастьем Как всех. у вас дела? Да. Спасибо, хорошо, потихонечку. Вот уже Как не поживает успела- ваша большая армия, которая расположена на всех фронтах, во всех регионах Казахстана? Аллаха шукр, спасибо, все хорошо, развиваемся, растем, уже 20 филиалов по Казахстану, Аллаха шукр. Молодцы, молодцы, вы Вот. крутые. Проекты, да, наверное, все-таки срабатывает вот эта вот синергия, вот это вот объединение, когда у нас есть конкретные четкие цели, ведь мы, хоть и являемся НКО, но мы родительская организация, мы эту организацию создали для того, чтобы улучшать условия жизни детей. И вот что касается нашего второго проекта, первый проект, помните, предложение наше помогать семьям и выделить гранты. В прошлом году 316 грантов было выделено. Огромная благодарность. Очень, конечно же, расстраивает, разочаровывает, что со стороны семьи нету обратной связи, да, то есть даже просто слово «спасибо» сказать Казахстан халкына и Союзу, нам 5 человек откликнулись, я еще пост не сделала, прям красиво написали, чисто человеческое спасибо, да, потому что наши, вот лично я не для себя, у нас дети еще маленькие, да, но тем не менее мы готовим же ту платформу, у нас огромная армия маленьких детей растет, которая в будущем будет это использовать. Да. Вот. И касательно вот этого проекта у меня, ну, как бы много вопросов, если позволите. Вот первый вопрос. Прошлогодний вот этот вот грант, позволяющий братьям и сестрам детей с инвалидностью обучаться, он будет единовременный или постоянный? То есть вот этот самый главный первый вопрос волнующий. Давайте сразу буду отвечать на вопросы. Конечно, да. Потому что там уже другие вопросы. Потому что я знаю, что у вас всегда очень много вопросов, и это очень важно. Всегда лучше все сразу обсудить. Родителей много, да. Да, это классно. Вот то, что образовательные гранты. Вот в целом 2300 почти у нас студентов и абитуриентов получили эти гранты. Год обучения, мы не ставим ограничения по вузам, то есть каждый выбирает свой вуз. Мы не ставим ограничения по выбору специальности, потому что мы считаем, что пусть ребенок сам выбирает. Самое главное, там нужно, чтобы он прошел требования самого вуза. Мы оплачиваем до 1 000 000 тенге. То есть если есть вузы, которые 400 тысяч стоят, есть вузы, которые там, допустим, стоят чуть больше 1 700 000. да. Да, но мы говорим так, мы 1 000 000 оплачиваем сверху, чтобы родитель уже сам мог оплатить. Вот, обязательства по этим студентам мы уже взяли. Вот сейчас мы на сайте вузов, все сейчас размещают нашу информацию, наш логотип. Там мы будем прямо на сайте вузов размещать всю информацию. Вот весной наши коллеги уже готовятся. Я хочу более сказать. Мы понимаем, что мы взяли обязательства перед этими детьми всеми. И дальше будем брать обязательства, которые не 1 год, не 2 года, а, допустим, все высшие заведения учебные, да, это в основном 4 года обучения. Есть и 5 лет обучения. Поэтому мы сейчас этот вопрос выносили на попечительский совет, и попечительский совет утвердил нам, будет открываться эндаумент-фонд при нашем фонде. Эндаумент-фонд – это все, что будет по всем грантам образования, он будет в одном месте аккумулироваться. То есть это делается для чего?
для того, чтобы, понятно, что фонд дальше будет расти, развиваться и так далее, а все образовательные вот эти гранты, в одном месте. То есть в этом плане, в этом году опять это будет оплачиваться. И самое главное, мы выделяем обязательно финансирование каждому студенту стипендию 40 тысяч тенге ежемесячно. Они у нас получают. Мы со всеми вузами постоянно на связи. Почему? Потому что они нам ежемесячно дают акты, сверок, чтобы вдруг, если там студент выбыл и так далее, чтобы деньги где-то не затерялись. И мы тоже должны понимать, что да, студент напрямую эти деньги получает, а не там, чтобы где-то там непонятно что-то. Поэтому эта работа ведется. В этом году вот весной мы уже все условия озвучим. Еще мы добавили сюда один критерий дополнительно. Это для детей, которые вот погибли, для людей, которые погибли в январских событиях, у них же остались дети. Вот, их семьи, чтобы они дальше себя не чувствовали там неподдержанными. Кроме детей, это денег, которые мы выделили в помощь, мы этот критерий тоже включили, что дети погибших в январских событиях, они в эти гранты у нас критерии подпадают. И То есть это как еще одна категория. Да, еще одна категория, и раненые дети тоже входят в эту категорию. То есть мы им тоже будем оплачивать эти образовательные гранты. Ляззат Беговна, позвольте мне повторить, правильно ли я поняла. То есть в прошлом году те семьи, которые получили 316 семей, да, они, договор у них до конца учебного курса, 4 года, 5 лет. Да, допустим. Да. Теперь... Допустим, если ребенок поступил, 4 года он должен учиться в университете, 4 года ему будем оплачивать как образование, университет, так и его стипендию. 40 тысяч тенге ежемесячно. Отлично. И второй вопрос. Это стипендия через фонд эндаумента будет ежегодно, да, получается, вот вопросы. Ежегодно будут, да, такие гранты для семей? Мы поэтому его и создаем отдельно эндаумент фондом, чтобы там было только образование. Вот я прям сегодня об этом пост сделаю в Инстаграм. Да, спасибо большое. Отличная идея, потому что я буквально вчера встречалась с господином Саясатом Нурбеком, и, в общем, мы с ним тоже классно договорились, и по секрету всему свету скажу, договорились о том, что они будут рассматривать возможность включить новую категорию получателей грантов, семьи, воспитывающие особенных семей. Это вот наша новая еще победа в ЮРСА на этот год, потому что порядка 50 законов они готовят, где-то будут что-то корректировать, где-то что-то будут менять, то есть и Бог даст, союз в этот педсовет войдет министерский, ну, будем решать. В общем, мы в своем, как говорится, направлении идем целенаправленно, поэтому спасибо большое. Следующий вопрос. Здорово, я рада. Но чуть-чуть ремарку добавлю, раз уж речь зашла о Саясат Мурза. Министерство высшего образования, они тоже нам подавали заявку, мы поддержали. Вы знаете, что есть такая образовательная платформа Coursera. Да. Это считается самой лучшей образовательной платформой, там все мировые вузы самые лучшие. Вот. И мы поддержали локализацию данных курсов. До конца этого года 564 курса, которые есть на Coursera, будут переведены и озвучены на казахский язык. И эти все курсы на казахском языке будут для студентов региональных вузов. То есть мы не только хотим, чтобы нашим детям проплатить учебу в вузе, но мы хотим, чтобы наши казахоязычные дети в этой Coursera не думали, как на английском правильно понял, неправильно понял, или на русском, и то русский сейчас убрали же из-за вот этих конфликтов, да, язык, а мы хотим, чтобы это было прям казахша, чтобы он понимал, самые лучшие мировые вузы, курсы, они должны ему быть доступны и понятны. И он, Саясат Мурза, пообещал, что это будет идти в зачет. Они сейчас будут во все свои правила, нормативы это включать. То есть ребенок, который прошел курсы Coursera, он будет идти в зачет именно по показателям вуза. Да, классно, здорово, да, в рамках программы «Атлас». Отлично, мы в одном направлении, это уже радует. Жана Казахстан, прям вот я чувствую его, да, все по-новому будет в ЮРСА для народа, да.
Поддержку Светланы я прям вот хотела туда вставить сразу, но думаю, дождусь сейчас своего выступления. На самом деле, может быть, она не донесла мысль. В нашем союзе очень много других, у нас более 20 уже, так скажем, идут и объединяемся. И есть у нас и коррекционные реабилитационные центры, да, как раз таки созданные родителями. Есть конкретно территория успеха, вы о них тоже знаете, в прошлом году мы летом вместе выступали. Вот так вот, у них такая же проблема, они уже 5 лет работают успешно. Один из, наверное, единственных центров в Алматы, Ляззат Алтынбековна, которые берут очень тяжелых, территория успеха. Да? И почему я хорошо знаю? Потому что мы в этот центр вводим к остеопату своего ребенка, у которого не ДЦП, это ДЦП-центр, но там специалисты просто высшего класса, да, и, соответственно, я очень хорошо знаю этот центр, очень хорошо знаю специалистов, и они сидят в этом здании, Ляззат Алтынбековна, потому что это просто хорошая знакомая, которая там в 5 раз дешевле дает, чем рыночная цена аренды. Там, грубо говоря, 500 квадратных метров, ну, я говорю, в 5 раз или в 3 раза дешевле, да, соответственно, это для нее выгодно, потому что она на госсоцзаказы не может из-за того, что критерии, требования в тех спецификации не позволяют ей это получить. У нее нету лифта, у нее нету пандуса, хорошо, пандус даже поставит, но дом трехэтажный, он построен так, что лифт туда никуда не пихнешь, да, соответственно, и это дополнительные какие-то расходы, но тем не менее это не мешает ДЦПушкам, родители сами на руках их несут, да, потому что это реабилитация, и они не могут терять времени. Соответственно, поддерживая Светлану, наше предложение тоже, Ляззат Алтынбековна, все-таки для определенных категорий, да, для определенных центров сделать как квоту, да, чтобы именно в тех спецификациях, потому что, видите, они даже не подают, потому что знают, что не пройдут. Но, может быть, для них тогда отдельные конкурсы делать в рамках того, что у них есть аккредитация, им доверять можно, да, это не какие-то там мошенники, да, они эффективные, да, это не просто там взял и там деньги прикарманил, да, то есть это будет реальная помощь. Вот если вот такое вот что-то сделать, было бы здорово. Я же люблю из ничего что-то придумывать, но это реально. Почему мы сразу говорим нет, невозможно, да? То есть мне кажется, это можно все сделать, предусмотреть. Раз нету помещений, да. Я поняла, о чем вы говорите, но, знаете, я почему засмеялась, потому что мошенник – это, знаете, определение, которое определяется судом. То есть, если нет судебного решения, что эта компания… Не имеет права никто, да. Мошенник, да, мы не можем там говорить, вы знаете, вы мошенник, а вот они не мошенник. Вот. Я к этому просто… Смотрите, для того, чтобы вот этот вопрос двигать, да, это будет, понятно, вопрос встречный. Хорошо, а какой критерий? Понимаете, критерий должен быть четкий. Почему? Потому что все остальные, они тоже скажут, а вот мы, может быть, они не так качественно оказывают услуги, но они скажут, мы тоже не подпадаем из-за того, что только у нас все хорошо, только из-за помещения мы тоже должны получать. Понимаете, то есть тут нужно детально продумать, все-таки с профессиональным сообществом, с экспертами пообщаться, чтобы понимать. Да, я согласна, вот вы говорите, территория успеха, они вот 5 лет делают, они классно, они молодцы, я не сомневаюсь, потому что вы как родитель говорите, как есть. Но есть другие центры, менее добросовестные, но они тоже будут на это претендовать. Поэтому можно я внесу сразу предложение, да, мы же как бы не просто с воздуха берем, да, то есть у нас есть аналитика, у нас есть конкретные данные. Если будет разрабатываться программа выделения отдельной квоты, да, для таких центров, которые реально закрывают реальную потребность, да, то есть подобных нету, соответственно, отдельная категория, отдельная квота на получение подушевого финансирования от государства в рамках госсоцзаказа, да, соответственно, может быть, создать отдельную комиссию, которая будет проверять и отбирать, то есть насколько это необходимо, насколько это оправдывает, насколько это эффективно, и, соответственно, мониторить, смотреть, и в любом случае время покажет, то есть, это была бы реальная помощь просто. На самом деле, сразу не ограничивать, сразу не говорить нет, а давать такую возможность, шанс. И тогда, может, они бы еще больше развивались, потому что очереди огромные.
Даже люди платно ходят, представьте себе, очереди все Я равно. понимаю, это, конечно. Просто я хочу, чтобы вы понимали, ну, если бы я была министром, может быть, я еще что-то пообещала бы. А так я могу только сказать, что я такой же общественный фонд, как и много других. Но в целом мы почему говорим, что мы себя позиционируем как фонд фондов? Чтобы есть, когда вопросы наших коллег, других фондов и общественных организаций, чтобы мы могли объединяться и двигать эти вопросы вместе. Мы Однозначно. частенько встречаемся с министерствами разными. Вот сегодня я утром встречалась с Министерством труда и соцзащиты. Тоже там один большой проект готовим. Как только уже будут понятные, четкие очертания, обязательно мы об этом будем озвучивать и везде писать. Вот. И поэтому я говорю о том, что мы все-таки с коллегами на встрече будем проговаривать, что это не предложение одной родительской организации, а это все-таки предложение Целого многих, сообщества, да, да, альтернатива для многих, да, развития. и что все-таки надо в этом плане как-то подумать, как этот вопрос решать. Во всяком случае, это я Однозначно. могу пообещать, что Да. я этот вопрос буду поднимать. Спасибо большое. И последний вопрос у меня. Касательно, вы озвучили, что вы готовы оплачивать обучающие программы. Я летом также об этом говорила. К сожалению, наши родители очень много денег затрачивают на приглашение специалистов из-за границы. И эти обучающие тренинги, они разовые. Они не дают возможность в дальнейшем получать родителям сертификаты и самим работать и с ребенком, и в дальнейшем это использовать, да, в методике и так далее. Это известные методики, та же аботерапия. У нас нету ни одного центра, ни одного фонда, кто бы бесплатно обучал. Хотя и корпоративный фонд «Болашак», и Дара, они получали нас на это деньги, чтобы обучиться. То есть там от 3 до 7, до 9, до 10 модулей, да, чтобы полностью охватить это АБА, это вот анализ прикладного поведения, да, но он не для всех диагнозов. Соответственно, в коррекционной части на сегодняшний день наиболее развиты 5-6 методик. Из них известны сенсорная интеграция, денверская модель поведения, Дирфлор Тайм, аботерапия и еще 2-3, вот я сейчас просто не помню, но это уже доказавшие свою эффективность, соответственно, но у них цены очень заоблачные. И наши Например, вы мне можете подсказать, чтобы я ориентировалась? Как? Вы мне можете подсказать по ценам, и чтобы я ориентировалась? Вот, давайте я соберу эту информацию, потому что там где-то уловила, но официально у меня нету данных, где-то один модуль от 500 тысяч до 1,5 миллиона. Вот, представляете, один модуль, но это нереально. И, соответственно, вот предложение заключается в том, чтобы... Один модуль обучения, сколько по времени длится, и для какого количества людей, то есть аудитория какая должна быть? Вот мы говорим, один модуль – это 500-1,5 миллиона. Сколько времени человек обучает этому одному модулю, и скольких людей максимально может за один раз обучить. И в итоге сертификат выдается или нет. Если да, то с этим сертификатом дальше что будут делать или какие есть возможности. То есть нужен такой анализ. Да. И, возможно, может быть, вы можете знать там самых лучших менторов. Если эти менторы находятся за рубежом, в виде проекта надо это продумать, потому что, может быть, у нас есть лучшие в этом направлении, которых необходимо подучить, там квалификацию повысить, но с одним условием, что если мы какое-то обучение проплачиваем, дальше те, кто получил обучение, они должны обучить других. Вот, наше предложение. Понимаете, почему я говорю? Потому что все наши вложения должны иметь благотворительную часть. Это благотворительный проект. И он должен, элементы благотворительности должны быть обязательно. Вот. Поэтому если это будет в виде какого-то там понятного проекта, где мы говорим анализ цен рынка, что это дает, какой эффект, какая аудитория, охват, вот, какие менторы лучшие, анализ, да, мы говорим, какие модули нужны, или все нужны, или только часть нужна, для каких родителей или родительских организаций. Дальше эта организация, обучившись за счет средств Казахстан халқына,
что эта организация делает. То есть она должна передавать опыт, значит, скольких она должна дальше обучить и скольких она должна там просертифицировать. То есть это вот такой проект, и мы должны его увидеть и обсудить. Тогда уже будет более понятно. Сейчас пока это мы просто говорим, ну, какие-то мысли. Да, на самом деле, вот я вот про это и хотела спросить, то есть механизм у нас есть, вот смотрите, то есть опять-таки опираясь на опыт, да, собственный опыт родителей, они обучились, сертификат им не дает права, то есть он для себя, для своего ребенка, все, там и осталось. Наше предложение как раз-таки заключается в том, чтобы совместно, допустим, Казахстан Халкына финансирует, государство берет на себя обязательство предоставить специалистов, которые обучатся, допустим, 50 человек, по 5 методикам, по 10 человек, да, 5 методик. И государство, это государственные сотрудники выберут по конкурсу, не знаю, они уже будут обучать бесплатно наших родителей. Вот тогда будет эта работа. Ты один раз вложил, да. Я поняла, мы сейчас, смотрите, да. Мы сейчас вообще в целом же открываем уже реабилитационные центры. В этом году мы открываем 8 центров для детей с аутизмом, но так как спрос большой, мы решили теперь в этом году начать параллельно проект открытия не только в 8 регионах, но во всех, то есть это еще плюс 12. Также у нас реабилитационные центры, как областные, теперь в этом году мы начинаем 17 районных. И с Министерством труда у нас сейчас тоже вот то, что мы обсуждаем, давайте мы подумаем, в любом случае это нужно делать на базе конкретных этих центров, чтобы родители знали, куда они придут, чтобы родители знали, кто их обучит и так далее. Давайте мы этот момент проработаем. Я даже знаю, где, да, Ляззат Алтынбековна, у нас есть ПМПК. Вот, у нас есть ПМПК, у них как раз-таки есть кабинеты, где они проводят диагностику ребенка, то есть и оснащено это все специально так, то есть в рамках даже вот этого проекта можно будет. Поэтому, если вы нам поможете заполнить этот проект в плане, что у нас основная часть заполнена, но по финансовой части, конечно же, надо будет, потому что вот так вот постоянно наши деньги уходят за границу, эффекта нету, опять страдает конечный наш бедный народ, а мы открыли республиканский филиал для того, чтобы вот в селах открывались эти мини-центры, допустим, сел будут квоты получать, мамочки обучились, а они рады у себя открыть мини на 10-20 человек эти центры, и тогда с аулов не будут приезжать в город, и у нас в городе не будут очередей, то есть у нас высвободятся эти коррекционно-реабилитационные центры. А ауылдағылар бедные приезжают, ну, получить лучшую услугу в город, и это бич, это вот за 30 лет у нас просто уже, и уже никуда. И даже это не поможет, говорю же, открытие новых центров в городе просто. Специалистов не хватит. Лучше нам обучать своих новых. Согласна. Все компетенции нужно внедрять в Казахстане. Все инновации нужно внедрять в Казахстане, и это должно у нас развиваться, я с этим полностью согласна. Спасибо большое за ваши предложения. Вам спасибо большое, рада была видеть всех. Всегда рада с вами увидеться, пообщаться, зарядиться от вас энергией, бодрости и оптимизма, и вперед. Вы мне напишите, позвоните, да, в Алмате будете обязательно, да, давайте встретимся. Да. Я же в Астане тоже часто бываю, кстати, да, вы мне напишите свой номер. Хорошо, я Диасу скажу, Диас вам напишет. Договорились, спасибо, до свидания. Большое. Удачи, спасибо. Так, коллеги, кто еще хотел бы проговорить, пообщаться, задать вопросы? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Гульсан Малуина, я руководитель филиала РО Союз родителей особенных детей по городу Астана. Нас много, и меня это очень радует. Ну, конечно, печально, что много детей с инвалидностью, но наша сила в единстве. Вот. Согласна. И буквально, знаете, ну, проблем много, конечно, да, но сегодня что было? Сегодня ко мне обратился руководитель ТО Гелика, вот, и он спрашивает, у нас нет статистики по заболеванию
ой, как они называются, гастростомы вот ставят детям, и буквально они там собирают эту информацию именно вот с родительского сообщества. Он обратился ко мне, ему кто-то дал информацию, что Это вот по чатам, ТО, я так понимаю, правильно, да? ТО Гелика. Гелика, локация они в Петропавловске находятся. Ага. Вот. И он у меня спрашивает, есть ли возможность у нас через чаты родительские собрать, вот там они будут проводить в Павлодаре и в Актубе в ближайшем, март, апрель, май, по-моему, обучающие семинары по установке вот гастростом, которые намного лучше по качеству, и уровень жизни вот детей будет прям намного улучшаться. Вот. Вообще я о чем сейчас хочу сказать. Вот наши чаты по диагнозам, их очень много. Чаты изначально вот по диагнозу эпилепсии. В 2019 году я создала по всем городам. Сейчас у нас чаты по диагнозам ДЦП, синдром Дауна, аутизм, ЗПР, эпилепсия. И отдельно это по всем городам у нас. По всем нашим У вас регионам. сколько примерно в чатах людей? Знаете, вот самые многочисленные, плюс-минус. самые многочисленные идут по эпилепсии, потому что они созданы в 2019 году. Вот. Есть до 600 человек в чате, предположим, в каждом, Алмата, Астана, там даже, по-моему, 800. Потом есть другие диагнозы, ЗПР очень много тоже, вот прям наполняемость огромная, там до 1000 человек есть, по-моему, по городам. Потом синдром Дауна тоже есть и 300, и 400 чаты вот, родителей. Я сейчас еще вот о чем хочу сказать, что у нас вот эту вот работу по чатам, это очень сложная работа. Еще плюс у нас есть чат по Telegram-чат. Там тоже очень большое количество, там все диагнозы вместе. Вот, и Рауана часто на меня обижается, говорит: Гульсана, там в таком-то чате вопрос, ты что не отвечаешь? Быстро ответь. Я все бросаю, несусь в этот чат, начинаю отвечать. Вот. Я понимаю вас. К тому, что у меня телефон вообще, у меня 956 непрочитанных чатов на данный момент. Я не в силах на все это отвечать. Вот. Я хочу спросить, есть ли возможность, вот, чтобы через фонд по диагнозам сбор информации, чтобы закрепили вот конкретно человек такой-то делает сбор информации и отвечает там за чаты какие-то по такому-то диагнозу. По такому-то диагнозу такой-то человек. И желательно, чтобы это был человек в теме, как говорится, чтобы этот человек... Можно сразу отвечу? Да. Я хочу сказать, к сожалению, у нас штат небольшой. У нас весь год было... Я не говорю про ваш штат, да. Нет, ни в коем случае. Да, у нас 25 человек на всю страну, у нас 40 тысяч обращений. И 40 тысяч обращений – это не только здравоохранение. Это здравоохранение, образование, социалка, есть и по спорту, и параспорт, там, и так далее. То есть у нас физически такой возможности вообще нет. Если честно, я вот все свои смски, WhatsApp я отвечаю очень поздно ночью, потому что мне просто до телефона я до своего не могу дотянуться. И я понимаю, что это большая работа, но я даже не знаю, вот как вам помочь, как-то вот ваши чаты систематизировать. Давайте давайте мы просто переговорим. Есть какие-то, вот, допустим, компании IT, которые к нам обращаются. Может быть, все-таки это надо обратиться к ним, чтобы они оказали в рамках своей социальной ответственности, разработали вам какой-то, так скажем, IT-инструмент, который просто будет вот это систематизировать по нозологиям, да, и как-то его группировать и регулировать. Ну, то есть какие-то такие только моменты. А вот в плане каких-то людей, вот честное слово, рук не хватает вообще.
То есть, Но чтобы это вы тоже будет понимали. огромная помощь. Это, Давайте если я мы все-таки по вот всем чатам. постараюсь переговорить, потому что к нам обращаются. Я вот для себя вот таким стикером помечу, что если вдруг какая-то такая компания отзовется, я тогда, вы напишите контакт, чтобы у Диаса нашего было, я тогда попробую их с вами связать, а вы уже сами проговорите, и они уже как-то помогут, как IT это, с IT-звуком, инструментом можно будет это вот помочь как-то, ну, системно выстроить там. Ну, как бы только так, если. Так, я вот пишу номер. Посоветуемся мы с ними. Я, ну, переговорю, во всяком случае, если будет вот такое, как бы, это предложение, я сразу, ну, постараюсь вас связать, чтобы вы уже сами обговорили. Ну, в рамках социальной ответственности бывает, что небольшие IT-компании, они предлагают свои услуги. Там, если что-то нужно как бы небольшое разработать, мы готовы, ну, как бы бесплатно сделать это. Если, ну, как бы будет, я переговорю и давайте с вами свяжу. Гульсан, по-моему, у вас интернет завис. Гульсан, вы меня слышите? Ляззат Алтынбековна, по-моему, у нее с интернетом проблемы. Угу. Все хорошо, я тогда для себя записала. Да, она телефон скинула в чат, там Диас, я думаю, вам передаст. Все отлично. Ага, Спасибо. ага. Вам спасибо. Ляззат Алтынбековна, еще вопрос можно? Давайте. Про вот редкие орфанные заболевания пошли. У нас просто сейчас, я не могу найти данные, у нас несколько деток. В офисе жарко, сняла костюм. У нас несколько деток, которые подали с тяжелыми заболеваниями. Одни, по-моему, спина бифида, им отказали, Казахстан Халкына говорят. Одни, у них очень тяжелый диагноз, но почему-то Министерство здравоохранения отказало, Казахстан Халкына им отказала. И основание, что якобы их диагноз не является таким, в рамках которого мы можем выделить. То есть, и вопрос мой такой, как можно будет такие вот обращения в наш союз, да, нам как-то формировать, чтобы упрощать и убирать вот эту вот бюрократию, да, то есть какую-то, может быть, форму создать. Вы помните, я в прошлом году тоже говорила, если, допустим, может быть, Казахстан Халкына как-то рассмотрит в виде оператора, да, союза по некоторым вопросам, да, чтобы через нас, вот мы как работа на Казахстан Халкына форма, чтобы это было, а непосредственно уже сами потом, мы, получается, просто как заказчики, да, то есть деньги будут перечисляться туда, но в целом, чтобы это, во-первых, быстро рассматривалось, потому что к нам обращаются только вот срочный вот вопрос жизни и смерти, да, на самом деле время идет на... И вот чтобы вот этот момент как бы сделать, потому что они, да, они обращаются к нам, что, может быть, мы сможем. Мы говорим, ну, у них требования. Даже если мы также обратимся, это сроки рассмотрения и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И если, допустим, вдруг, может быть, будет какая-то вот такая форма для Союза, в рамках которой мы будем заполнять, предоставлять все документы, непосредственно уже оперативнее будет Казахстан Халкына рассматривать заявку от Союза и напрямую выходить уже непосредственно к нуждающимся. Я вас услышала, я сейчас вам объясню, чтобы вы понимали. Все, что продается в аптеках, все, что должно обеспечиваться государством в рамках ГОМБП или из местного бюджета исполнительных органов, да, акиматов, мы эти вопросы не рассматриваем. Все, которые есть препараты в приказах Министерства здравоохранения, как можно проверить? У Министерства здравоохранения есть приказ об орфанных препаратах, вы это прекрасно знаете. Ага. Вы мне просто на WhatsApp напишите. Ага. Вот, теперь смотрите, что касается орфанных препаратов. Мы сами понимаем, Казахстан Халкына берется только за те препараты,
который очень для тяжелых орфанных заболеваний, для редких, которые никогда в Казахстан не завозились, которые там зарегистрированы, не зарегистрированы, но в целом их государство пока по каким-то причинам не может самостоятельно обеспечить. Смотрите, теперь, когда мы выходим на завод-производитель этого препарата, не каждый завод, который находится далеко за рубежом, рассматривает наш рынок. Вообще, в целом, казахстанский рынок не очень интересен, потому что у нас всего несколько людей с этим заболеванием, и ему там, допустим, несколько ампул везти до Казахстана, ну вот они начинают вот в такие. Есть компании-производители, которые, знаете, мы прям проходим аудит для того, чтобы работать, потому что у них есть репутационные риски. И в основном все тяжелые сложные препараты, почему мы принимаем заявки только от управления здравоохранения? Потому что если мы выходим на контракт с этим заводом, он является поставщиком, мы являемся плательщиком, а получателем может быть только управление здравоохранения, не физическое лицо. Потому что это тяжелые сложные препараты, которые самостоятельно пациент принимать не может. И если у него идет объем полугодовой или годовой, он не может его правильно хранить. Поэтому большие фармкомпании и заводы по тяжелым сложным препаратам не работают по заявке от физлиц. Да, для пациента конкретного с фамилией, но заявка через систему управления здравоохранения. И этот объем обязательно должен быть управлением здравоохранения согласован с Министерством здравоохранения. То есть, чтобы вы понимали, если бы это можно было бы делегировать, допустим, хорошей вот организации, да, как ваша родительская, да, мы бы уже давно это сделали. Нам бы это было бы легче намного, и какую-то часть каких-то технических работ с нас тоже ушло бы, потому что вы бы этим занимались. Но факт в том, что невозможно, потому что переговоры ведутся в основном на английском языке. Сразу мы указываем управление здравоохранения как получателя, сразу показываем все диагнозы и пациента назначение. Даже бывает такое, что завод-производитель с нас требует, чтобы участвовал врач, назначающий и лечащий этого пациента, который должен говорить на английском языке. То есть, понимаете, там механизмы очень сложные. И туда вот просто встроиться в вашей организации невозможно, потому что diligence вы не пройдете. То есть я имею в виду... У нас предложение мое нет, не такое. Нет, если, допустим, вы возьмете, примете заявку, начнете ее обрабатывать, а завтра управление... За информацию наше предложение было... Рауан, там зависло у вас опять, по-моему. Ляззат Алтынбековна, прошу прощения, меня выкинуло, слышно, да? Спасибо за такую подробную информацию, буду знать, но немножко мой вопрос звучал в плане, нет, мы туда не хотим, мы в плане взаимодействия родителей с Казахстан Халкна, то есть чтобы сократить срок рассмотрения никак, да? Никак, потому что заявку должно подавать управление здравоохранения. А управление здравоохранения не сразу нам подает, оно подает в министерство, согласовывая объем и сам препарат. Без этого в Казахстан не ввезешь. Поэтому невозможно получить от пациента... Поэтому, чтобы вы понимали, поэтому невозможно получить от пациента нам напрямую, а потом мы должны направлять в УЗ, а потом УЗ пока поймет, почему
Это, знаете, это вообще будет утопия. Поэтому УЗ должно получить от пациента и направлять нам, согласовав с Министерством здравоохранения, объем, препарат и ввоз его в Казахстан. Понимаете? И точно так же операция за границей, да, потому что у этого пациента получается так, ему отказало министерство, отказал Казахстан Халкына. А он умирает, мальчик умирает. Я не знаю, о ком речь идет, но я вам хочу, чтобы вы мне напишите, понимали. я вам перешлю документы, да. Смотрите, Ребята, я вам пожалуйста. объясню. Мы не можем просто так отказать. У нас направление за рубежом есть два блока. Смотрите, первый. Независимо от того, где пациент находится, понятно, что он обращается в больницу. Если это компетенция там не района, значит в область, правильно же? Если это уже за компетенцией области, то понятно, что этого пациента направляют в профильную центральную республиканскую организацию, да? И вот профильная центральная республиканская организация начинает по протоколам Казахстана этого ребенка лечить, да, или оперировать. Если это высокотехнологичная, в Казахстане эта операция не делается, профильная республиканская организация дает заключение о том, что данный пациент в Казахстане не может быть прооперирован, и они в заключении пишут, что он нуждается в зарубежном операционном лечении. Вот этот пакет документов республиканская организация направляет в ФСМС рабочий орган, это Минздравовский рабочий орган, по направлению за рубеж. Детям до 18 лет вот с таким заключением все бесплатно оплачивается за счет государства. Вот я ежемесячно в ФСМС отправляю, да, налоги, но я ни разу не получила ни одну таблетку бесплатно. И я всегда говорю, ежемесячно я не жалею, отправляю, но я хочу, чтобы эти деньги пользовались по назначению. Пусть дети до 18 лет, которые их не могут прооперировать в Казахстане и имеют заключение центрального организации медицинской, да, республиканской, значит, пусть за счет этих денег и едет за рубеж. Теперь, если рабочий орган говорит о том, что там не входит бесплатный отказ, да, министерства. Нет, смотрите, если рабочий орган бесплатно первый отправляет, если он не может отправить, потому что там есть такой момент, что многие клиники требуют стопроцентную предоплату, а по правилам рабочего органа они могут оплачивать только 50% до 70% предоплату, а остальная идет постоплата, после операционного лечения или лечения, да. То клиники не соглашаются, тогда рабочий орган пишет нам, что они готовы были отправить, но клиника не идет на эти условия, которые у них утверждены. Тогда подключаемся мы оплачиваем, и ребенка отправляют. Смотрите, второй момент. Если эта операция или лечение проводится у нас в Казахстане и имеет достаточно хороший опыт и стаж, центральная республиканская клиника не дает заключения. Понимаете, они говорят, что он должен в Казахстане лечиться, все. Теперь, и знаете, какой ответ пришел? Просто смотрите, есть еще один момент. По онкологии и онкогематологии детской мы подходы чуть-чуть расширили. Там такой момент. Если ребенок пролечился в Казахстане, получал и химиотерапию, и какие-то другие там таргетные моменты и так далее, но ему уже не помогает ничего, опять-таки нам онкоцентр, это НЦПДХ, да, если детский, он дает заключение, что вот этот ребенок, пациент с такого-то года, с таким-то диагнозом онкологии, лечился по протоколу, проходил столько-то курсов химии и так далее, но нет улучшения, они сами рекомендуют нам отправить его за рубеж. И мы эту заявку начинаем прорабатывать с зарубежными клиниками. Во всех остальных случаях все операции, которые делаются в Казахстане, мы не можем отправлять за рубеж. Знаете почему? Потому что тогда нужно просто все клиники Казахстана закрыть и всех просто отправлять за рубеж. А никогда наши компетенции не будут развиваться, никогда в нашей Казахстане медицина не будет развиваться, если у нас все просто будет уезжать за рубеж. Поэтому наш фонд
политика фонда не сломать систему государства, выстроенную, а наоборот дополнить и что-то улучшить. Для этого Министерство здравоохранения мы говорим, слушайте, вот чтобы пациентов лучше лечить, что вам нужно? Они говорят, оборудование. Мы говорим, какое и в какую организацию? Скажите, мы вам купим. Инновационное, самое лучшее. Вот, допустим, в НЦПДХ раньше не было, это же детская онкология, у них раньше не было вот это динутуксимаб, а это иммунотерапия. Мы закупили, а это очень дорогие препараты. Но знаете что? Оказывается, у них специалисты не умеют вот эту химию разводить, применять и постхимии ухаживать за ребенком. Мы сказали, сколько у вас этих специалистов, которые это должны функцию делать? Они говорят, 6. Мы сказали, выберите клинику, они выбрали турецкую хорошую клинику, которая в этом лучше считается направлением. Мы договорились, отправили, оплатили. Они поехали, обучились. То есть теперь вот эта иммунотерапия в НЦПДХ делается с нашими же специалистами, которые уже обучены, и самым лучшим этим препаратом динутуксимабом. Понимаете, мы комплексно помогаем по линии Министерства здравоохранения. Но если это у нас в Казахстане есть, и если это применяется и успешно делается, мы не можем этих людей отправлять за границу. Иначе мы должны тогда всех отправить. То есть тут есть вот такая вот система, это не от нас зависит, мы не врачи. И только центральные вот эти медицинские эти учреждения, они должны давать заключение о том, что в Казахстане это не делается и излечить невозможно. Знаете, тут такой ответ, вот я нашла все-таки это письмо. Выделение финансовых средств для лечения пациентов не входит в компетенцию Минздрава. В этой связи рекомендую вам обратиться в благотворительные организации и общественные фонды. Нет, это неправильный ответ. Ответ должен быть такой, что они Министерство должны... здравоохранения Республики Казахстан ответили, вот Сартаева ЕГЭ. Если вы позволите, я вам это все документы перекину. Мальчик умирает, мы сбор собираем. Вы смотрите, мы должны понимать одно, что где этот мальчик лечился, в какой клинике, да? В областной, я не знаю, в областной. Вот Карагандинская область, они должны заявку через Минздрав отправить в рабочий орган ФСМС. И только рабочий орган, рассмотрев, дальше подключаемся мы. То есть вы поймите, пока есть определенные процедуры, они не прошли, мы не можем на начальном пути залезть. Мы пазл, который стоим в конце. Да нет, они все вроде отправляли, просто я вот как бы не разбираюсь же. Вы отправьте, я еще раз посмотрю. Да, посмотрите, я просто, пожалуйста. Знаете, у нас в день столько получается заявок, я не могу всех запомнить. Но если я просмотрю, я вспомню, сразу вам точно ответ дам. То есть такие случаи у нас исключительно единичные, Ляззат Алтынбековна. Я не буду вас никогда грузить, там, я тоже понимаю. Я знаю. Но я должна понимать, что за диагноз и так далее. Давайте мы посмотрим, вы мне закинете. Все, спасибо большое. Не буду больше ваше время занимать. Ага, до свидания. Хорошо. Коллеги, кто у нас еще? Вот просто до этого Гульсан Ханым была, ее выбила, вот она написала, извините, да. Но, конечно, это же техника, мы понимаем. Но чтобы вы знали, вот по эпилепсии давно родители поднимали, давно это был такой вопрос, который очень долго не решался. Но в целом, слава богу, нам удалось для пациентов с эпилепсией найти вот этих препаратов 200 упаковок. Это, знаете, мы по всему миру искали с огнем. Это мы и в МИД, и в ВОЗ, и куда только не обращались. И для 5 регионов, в принципе, эта работа сделана. Я, честно говоря, сама обрадовалась. Так, следующий у нас Айгуль Ханым, да? Я так понимаю, кто подключился. Так. Айгуль Зайналовна написано. Меня не видно? Меня слышно, да? Слышно, но не видно, к сожалению. Не знаю, что-то не получается у меня. У меня, знаете, вот такой плановый вопрос. Я по системе образования. И именно вот это вот... Айгуль, представьтесь. Айгуль, да, представьтесь. Хотя бы, чтобы мы знали, откуда вы. Я-то знаю ее. Я из города Тарас, руководитель Тарасского филиала. Имею частный... Это наши все. Понятно. Центр. Работаю с ментальными нарушениями.
и вот пыталась масштабироваться. Ну, в каком плане? Не масштабироваться для бизнеса, а масштабировать, чтобы побольше охватить детей. Потому что вот мы филиал Тараски, но ко мне обращаются очень много с регионов. И в регионах ничего нет. Тут я обратилась к Миркенскому акиму, решила в Миркенский район большой, ну, думаю, возьмем, откроем там помощь в КП, для КПИ, тоже центр. Но вы же понимаете, в сельской местности вообще финансовое состояние жителей намного ниже, чем в городе. Просто в городе, не то, что в мегаполисе, да. И чтобы вот выжить в такой ситуации, нам нужно платить зарплату, нам нужно платить налоги, нам нужно платить аренду. Это слишком дорого. И я вот с этим вопросом обратилась к акиму. И меня очень удивило, конечно, этот факт, и это их большой минус, они не владеют информацией, хотя так твердо и уверенно сидят, что у них все охвачено. Коррекционных школ нету, поэтому дети по коррекционной программе обучаются в КПИ. В КПИ занимаются дети с аутизмом. Все дети в этом КПИ. Их более 170 или 180 детей. На маленький такой этот. И вот когда мы сказали, что давайте мы откроем, дайте нам просто помещение. Мы не просим ни финансирования, мы ничего не просим, просто дайте нам помещение. Они нам отказали. Вот как быть, вот как пробиваться? Теперь вот недавно вопрос наш с моим коллегой, вот Саркан, да, вот Роман, вы же знаете, тоже не может никак пробиться, потому что в регионах нет денег оплачивать центры. Как можно решить этот вопрос, чтобы ну, в городах у нас есть зарплаты, в селе нет зарплат. Как им детей своих реабилитировать, потому что бесплатного нету, или если есть, то перегружено. И то достаточное количество часов для реабилитации им не даются. 2 часа в неделю – это не реабилитация, это курам на смех. Согласна. Это очень большая проблема. К нам обратились областные заместители акимов областей. И в этом году сейчас вот формируется проект партнером. Мы все-таки, как и обещали, хотим в 17 областях, именно в районных центрах, ну, наверное, они будут выбирать для нас самые большие райцентры. И по логистике, чтобы было удобно остальным чуть-чуть поближе добраться. Вот. 17 районных реабилитационных центров мы начинаем в этом году. Но я думаю, что с учетом того, что они будут в этих зданиях сейчас делать ремонты, готовить в целом по нашим требованиям, пока мы заключим контракты с заводами-производителями, пока это оборудование завезут и встроят, я думаю, что это до конца года, ну, наверное, может быть, к концу года или к началу следующего года уже будет в 17 областях, в 17 именно районных центрах открываться эти реабилитационные центры. Да, реабилитационные центры. То, что касается по Миркенскому, я не могу прокомментировать. В принципе, мы заместителем акима области вот, все время на связи, они там нам заявку направляли. Давайте мы проговорим, узнаем, как они видят этот момент. И попробуем, если что, вы же все равно в Таразе. Да. Может быть, вы там сами встретитесь и уже нюансы обговорите. У вас... Просто... У вас как вообще, они это, в смысле, я имею в виду, открыты, доступны, я просто не совсем понимаю же, как в регионе. Темы достаточно доступные, просто не владеют информацией 100%. И вот было так очень обидно. 3 месяца я прождала встречи, ответ, они должны были сделать статистику, все. Потом выясняется, что ничего не сделали, и они сказали, нам это не нужно, мы охватили. Ну да, охватили, но качество, как может дать один КПИ на 180 человек? Угу. Давайте я проговорю. Потому что, в любом случае, все, что касается наших проектов совместные с партнерами, я всегда, если какие-то вопросы возникают, я обычно всегда звоню замакима, курирующей в области данное направление, и начинаю с ним обсуждать.
Или мы начнем обсуждать, когда от акиматов областных поступают к нам заявки по тем или иным решению вопросов проблемных. Давайте мы все-таки обсудим. Я записала вот Меркенский район. Скажу. Да. По предоставлению Алтынбековна, помещения. можно я опять Правильно? свои 5 копеек вставлю? Ляззат Алтынбековна, просто это в рамках вот нашей экосистемы социальной Союза, бизнес-структуру развивать, но смотрите, здесь мы как раз-таки рассматривали вот этот вот проект переподготовки родителей тех специальностям, которые позволили бы им закрыть дефицит в государстве. Это педагог, логопед, дефектолог, и вот как раз-таки вот эти тренерские тоже. То есть они практики, наши родители, в принципе, знают, но у них нет документов, чтобы даже по предпринимательству подать, получить какие-то субсидии, чтобы открыть мини-центры в селах. И наша задумка, наш проект заключается в чем? Государство переобучивает, второе высшее дает, у родителя с особенным ребенком, если для них разработать от государства отдельную субсидию для открытия баули, то есть он эти деньги берет на аренду маленького помещения, у него есть диплом об образовании, он покупает необходимое оборудование, то есть для коррекции, там это не реабилитация, для коррекции не нужно каких-то дорогих, да, и в ауле, в селах он открывает на 10-20 человек, то есть наше предложение в этом заключалось, обучить, дать субсидию. Скажите, а вообще по линии КИОРа в грантовом финансировании не участвовали? Там нету такого. Мы в этом году подали, но там в основном это больше, знаете, информационная поддержка, разработка методологических вещей. Мы конкретно подали по 2 проектам, хотя нам еще года нет, сказали, вы не пройдете, но я с министром же встречалась, он говорит, такое не должно быть, подавайте. И мы подали. Нет, там у них действительно есть, я не знаю, почему вам министр так сказал. У них действительно такое есть, потому что у них есть база НПО. База НПО по истечению года, вновь зарегистрированное НПО в течение года работы должно сдать туда отчеты до 31 марта. Мы это все сдали, там вообще проблем нету. Нет, они должны, получается, показывать оборот. Да, да, но у нас все приняли, мы вот по 2 проектам подали. Развитие инклюзивного общества и популяризация благотворительности. То есть это те проекты, которые мы уже реализовали в прошлом году, не имея вообще 0 тенге, да. Поэтому в этом отношении там 49 грантов, и там, там нету такого, к сожалению. Я уже об этом тоже предлагала, говорила в прошлом году. И вот эти вот новые темы, они как раз-таки включили, но вот этот вот момент, видите, потому что это касается все-таки несколько ведомств, видите, то есть переподготовка – это вышка, да, у нас Министерство образования, науки, высшего образования. Открытие коррекционных – это Минпрос у нас, видите. Но мы как раз-таки еще и вот на совещаниях я говорила, зная весь этот механизм, я говорю, давайте не придумывать велосипед на базе ПМПК, которые открываются. Есть у нас план конкретно, что столько-то будут открываться. Соответственно, они знают, где они будут открываться. Дайте одну комнату вот этой мамочке, которая переобучит государство, и откроет, и будет бесплатно принимать. А у нее будет вот от государства субсидия. То есть она будет зарабатывать, обучать и заниматься с детьми. Мы это обсудим, но я вам сразу говорю, тема социального предпринимательства это не нашего фонда. Нет, я говорю, бесплатно, чтобы она там работала. Да, я понимаю. По вот этим вот вопросам, которые вы до этого поднимали, я же вам сказала, я в любом случае на встрече рабочей обязательно озвучу, что было такое предложение от родительских организаций, что необходимо вот по этим помещениям, по каким-то этим предусмотреть. Что они ответят, не знаю, но в любом случае мы это обсудим. Это мы обсудим. В общем, работаем и будем на связи. По Меркенскому району, в целом, когда вот в ближайшее время мы будем за Акима области разговаривать, я у него спрошу, почему, в принципе, если хотят не найти помещение и не предоставить. Мы же, не принципе, ничего. Мы да, я и говорю, вы же сейчас просите только помещение, почему бы и нет, я думаю, что, в принципе, помещение снизило бы нагрузку на родителей. Конечно, конечно. Вот этот вопрос. Даже в этом вопросе нам не сказали. Я спрошу, переговорю и потом дам обратную связь. Все, спасибо большое. Вам спасибо.
Так, коллеги, кто еще есть? Кого мы не услышали? Я же говорю, когда начинается встречи с нашей Рауан Ханом и с ее армией, тут уже всем остальным надо вставать в очередь. Так, кто у нас еще есть, кого я вижу, не вижу, если вдруг не увижу, чтобы это, ну, вот я вижу Умай, я вижу, ну, кто-то iPhone, я не знаю кто. Так, Бахытбек Бибулатов. Может быть, услышим мужчину. Бахытбек Мырза, сіз қосылып тұрсыз ба? Так. Әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ, ұсыныс болса, критика. Ол да болу керек. Оны да талқылауымыз керек. Жалпы енді сұрақтарыңыз болмай жатса, әріптестер, әр апта қазір 1 минут кешір. Просит выйти на звонок. Так, кешірім сұрайым, әріптестер бір шұғыл қоңырау шалынды. Жалпы әр апта сайын, так, каждый четверг, чтобы всем было понятно, у нас проходят Zoom-встречи, ограничений нет, то есть все, у кого есть вопросы или предметы для обсуждения, темы, мы для этого и организовываем. Больше, чтобы прослушать, поделиться опытом, может быть, познакомиться, чтобы мы друг друга все знали, где-то в каких-то вопросах объединялись, вместе двигали эти вопросы. Все-таки, как сегодня сказала Рауан Ханым, да, мы это вместе мы сила, вместе мы там много можем, да, я согласна с этим. И если вдруг есть другие коллеги, неправительственные организации, у которых есть какие-то вопросы, я прошу им тоже передать, пусть присоединяются каждый четверг с 15:00 до 17:00. Әр апта сайын, так, сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін. Айтамыз ғой, свободный микрофон деп. Пожалуйста, қосылып, айтып, айтатын нәрселеріңізді бір-бірімізбен осы тәжірибемізбен бөлісіп, ақылдасып, осы проблемаларымызды шешуіміз керек деп, осындай жоспармен мына кездесулерді өткізіп жатырмыз. Сұрақтарыңыз болмаса, жаңағы біз келісіп алғандай, мына Диас қазір, мына по мальчику, да, Рауан, вы, пожалуйста, направьте, мы посмотрим еще раз и со своими коллегами быстренько, и я вам дам обратную связь. И я уже отправила тоже контакт. Ага, спасибо. Вот, по остальным моментам, если қандай бір сұрақтар болса, жалпы каждый четверг, пожалуйста.
По IT я тоже сказала, что узнаю, потом дам обратную связь, если вот компания айтишники, как ты говорили, если вдруг какие-то моменты есть, то они готовы посмотреть, что это, как, если они могут, то они могут помочь. И есть еще по вопросу Тараса, вот то, что мы говорили, Жамбылский район, по Миркенскому району, я, переговорив, уточнюсь, почему причину там нужно понимать. И в целом вот этот вопрос по помещению, вот эти вот все нюансы, которые мы обсудили на встрече с министерствами, в рабочих группах, я обязательно это озвучу, о том, что эти вопросы поднимаются неправительственным сектором, профессиональным сообществом. Вот. Поэтому, коллеги, если вопросов нет, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мына уақытқа қарай сағат 5 болып қалды. Барлықтарыңызға біріншіден өзім ризашылығымды білдірейін деген, тағы да алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге кездесіп, ой пікірлеріңізді айтып жатырсыздар, ол бізге өте маңызды. Біріншіден, екінші мәселе, сіздерге өзім атымнан ризашылығымды білдірейін деген, көптеген маңызды жұмысты атқарып жасап жатырсыздар. Білем, бұл жер бизнес емес, осындай прям мына байып кететіндей ақша қаражат көріп жатқан жоқсыздар, бірақ бұл проблема бар, осы проблеманы бірлесіп шешуге осындай бел болып жолға шықтыңыздар. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін, шаршамай, осылай шапқылап, Рауан ханым сияқты оптимизммен, осы күш-қуатпен бірлесіп жұмыс істей беріңіздер. Сіздер барына біз ризамыз, өйткені білеміз, қаншама сұрақтар сіздердің арқаларыңызда шешіліп жатыр. Сіздердің еңбектеріңіз зор, сол үшін көп рахмет сіздерге. Көріп, естігеніме қуаныштымын. Танысып жатқан адамдармен танысқаныма да қуаныштымын. Қандай нелер болады, кездесулер қосылып, келесі кездесуде бір ойларыңыз болса, пікірлеріңіз қосылып, мына неде ашық алаңда өзіміздің осы жерде бәрін айтып шығайық. Рахмет, сау болыңыздар. Барлықтарыңызға, үйлеріңізге, жанұяларыңызға тек қана аманшылық болсын. Рахмет, рахмет. Сау болыңыздар. Пока.